Улу-Мухаммед был последним ханом единой Золотой Орды. Ему пришлось стать свидетелем, как держава, которую он правил, окончательно раскололась на несколько отдельных государств. Этот распад назревал давно, но был значительно ускорен тем, что в 1433 году против Улу-Мухаммеда выдвинулся его младший тезка, внук хана Тимур-Кутлуга Кучук-Мухаммед. Как назло, незадолго до того Улу-Мухаммед крупно рассорился с первыми беями Орды – Тегене-Ширином и Айдером-Конгратом, и теперь они отказались поддержать хана в борьбе с соперником. Более того, Айдер-Конграт покинул хана, ушел с Волги в Крым и здесь провозгласил нового правителя Орды – хана Сеид-Ахмеда II. Лишившись военной мощи беев, Улу-Мухаммед был обречен. Улу-Мухаммед потерпел поражение, и Орда оказалась расколота. Сарай захватил Кучук-Мухаммед, в Крыму правил Сеид-Ахмед II, а Улу-Мухаммеду остались лишь земли к западу от Волги. Он не сумел удержать даже и этот осколок своих прежних владений. Сеид-Ахмед и Кучук-Мухаммед поочередно наносили ему удары, и Улу-Мухаммед был окончательно вытеснен с ордынской территории. Под напором недругов Улу-Мухаммеду пришлось покинуть Орду. Но бежать в Литву, как он делал раньше, сверженный хан уже не мог. Его прежний союзник, великий князь Витовт, к тому времени умер. Потому Мухаммед решил укрыться у другого соседа, правителя Москвы. Вместе со своими сыновьями, приверженцами и остатками войска хан перебрался в русские владения и оттуда продолжил борьбу за власть.